Всем здравия. Нахожусь на трассе Р-254, 819-820 километр. Поворот на военный городок Омского бронетанкового училища. Простою здесь 2 дня. Сегодня пятница, до понедельника. Ну а это Омск. Приходите. Всех благ. Слава роду. Уруй. Айхал. Всем здравия. Народное собрание состоялось. Подробности на канале Русньюз. Мария, расскажи. Да, здравствуйте все. Брали интервью. Сейчас вот как раз у Андрея Волка. Я была за кадром, Андрей в кадре. Рекомендую послушать, посмотреть, разобрать на цитаты, может быть. Я думаю, Андрей у себя публикует часть, никто не будет против перерепоста, тем более логотип есть. Канал Русньюз. У Андрея, смотрите, очень много жизненного, важного было сказано. Ну, в общем, рекомендую однозначно. Вместе мы сила, народовластие наступит. И пока в нас живет дух свободы, дух победителей, пусть не во всех, мы же их заражаем. Да. Диктатура света. Диктатура света победит. На народном собрании присутствовали Мария Барнаул, Андрей Новосибирск. Ну а представитель Омска у нас не хочет попадать человек в кадр. Я, Бурятия. Птичка Даши Свободного поэта тоже присутствовала. Я небольшой ролик записываю, поскольку здесь на протяжении постоянно присутствовали сотрудники. Они сейчас здесь стоят, если видно машину. Всем здравия. Существует такая здоровая тенденция среди раскрученных блогеров, причем большинство из них находятся за пределами нашей страны, которые как бы недовольны режимом, но используют такие слова, как «Рашка», «С Россия». Эти, как бы мягко сказать, не совсем люди на подсознательном уровне прививают вам ненависть к своей стране. На данный момент наша страна называется Россией. Политическая система, строй – временное явление. Страна останется. А то, что сейчас вам на подкорке записывают, программируют, это останется. И потом, что бы вам не дала страна, вам будет мало. Думать вам, рассуждать вам. Часть из этих людей, думая, что являясь там какими-то диссидентами, тешили себя на то, что
по приезду за границу. Ну, их там будут целовать во все места. Но они нужны там так же, как в бане финская лыжа. И приехав стать какими-то середнячками, кроме как выплескивания ненависти, но им больше ничего не остается. Половине из них вообще можно запретить разговаривать на русском языке. Вы сделали свой выбор, будьте счастливы. Это мое личное мнение, подкреплено жизненным опытом моим. Я лишь рассуждаю вслух. Система настолько расчетлива и изворотлива, сейчас, понимая неизбежность своего краха, она делает все на разжигание социальной ненависти. Простой пример: человек в маске, человек без маски. Оба недовольны режимом, но стоя в одной и той же очереди, они начинают агрессировать друг на друга. Один отстаивает свое право не надевать маску. Ему порекомендовали, он отказался. Претензии должны быть не к нему, что он задерживает какую-то очередь, а к обслуживающему персоналу, которые обязаны предоставить документы, почему, в какой форме, кем это требование обосновывается. Ссылаясь на распоряжение какого-то губернатора, у меня вопрос: покажите мне аттестат, диплом о медицинском образовании этого самого губернатора. Завтра скажут шапки-ушанки всем носить. А у меня денег нет. Или я не желаю. Это все утрировано. Но есть над чем подумать. Не ведитесь на поводу у системы. Будьте терпимее друг к другу. Цель одна. Мы ее достигнем только вместе. Всем всех благ. Слава роду. Уруй Айхал.